Добрый день. Сейчас я нахожусь в чистой зоне ковидного отделения инфекционной больницы, Республиканской клинической больницы. Я хотел бы сказать несколько слов, свое мнение об этой новой болезни, новом коронавирусе COVID-19. Я почувствовал себя плохо 22 сентября. У меня температура поднялась до 38,5 градусов. Поэтому 23 сентября я вызвал врача из поликлиники 3-й республиканской клинической больницы на улице Кирова, 34. Я очень благодарен терапевту. Она сразу приехала. И они не зашли в дом, остановились на улице. И я пока шел до них, у меня была одышка. Сразу врач сказал: у вас плохая сатурация, и назначила мне КТ. И взяли ПЦР, анализ ПЦР на наличие коронавируса. 24-го я прошел компьютерную томографию, которая показала поражение легких 5 и 10%. И стал ждать результатов анализа ПЦР, которые пришли на 6-й день, 28 сентября. И в тот же день моя врач-терапевт поликлиники больницы номер 3 тут же меня направила на КТ еще раз. Установка находится в здании поликлиники, просто отдельный вход со двора. Я ей очень благодарен. Оказалось, что у меня поражение легких за 4 дня выросло с 5% до 30%. И меня на следующий день, 29 сентября, отвезли в больницу, в эту инфекционную больницу, но я не смог поступить в эту больницу, потому что уже тогда больница была переполнена, мест не было. И нам в больнице сказали, что я записан на поступление 2. Я нахожусь на излечении ковидной больницы. Я хотел бы сказать, что здесь свыше 100 больных на 2-м этаже, на грязном, на красном этаже ковидных больных. То есть очень много поступает, и некоторые несколько дней лежат в коридоре. Но мне повезло, сразу нашлась палата, и я со своими 2 коллегами по болезни, очень пожилыми людьми, 87 и 83 года, жил в одной палате. Я хотел бы остановиться коротко на ковиде. Практически все, с кем не общался в больнице, они не знают, где они заразились. Но некоторые заражаются в семье. То есть вначале заболевает, например, член семьи, или ребенок, или жена, или муж, и он заражает. И второе, ковид очень коварная болезнь, и на каждого человека влияет совершенно по-разному. При одинаковом проценте поражения легких человек может или чувствовать себя предельно нехорошо, у него могут быть проблемы с дыханием, он должен быть с кислородным прибором, или он может чувствовать себя как совершенно здоровый человек. И болеют все возрасты. Здесь в больнице где-то примерно половина это люди пенсионного возраста, старше 60 лет. Половина моложе. Очень много женщин. И где-то 20% больных это молодежь. Поэтому всем надо беречь свое здоровье, и особенно молодежи. Потому что, хотя говорят, что у них эта болезнь проходит бессимптомно, но у нас были несколько представителей молодежи, у которых это поражение было 45%. Действительно, они не чувствовали себя больными, но этот анализ КТ показал, что у них половина легких. И в завершение я хотел бы поблагодарить весь коллектив ковидного отделения инфекционной больницы на Стадухина 84, корпус 5, за их самоотверженную работу. То есть они
одевают эти ковидные костюмы, которые не пропускают воздух, и находятся в них по 12 часов. Вот. И персонал очень молодой. То есть вот медсестры, медбратья, врачи, они все очень молодые. Ну, не говоря о санитарках и так далее. То есть можно сказать, что вот наша молодежь показывает пример такого героического отношения к труду. Вот поэтому я хотел бы поблагодарить лично руководителя отделения Владимира Васильевну Иванову, весь коллектив ковидного отделения, ну и весь коллектив инфекционной больницы. Потому что здесь вот в ковидном отделении лежат сотрудники этой больницы, которые заразились коронавирусом, работая в больнице. Вот. И, то есть, завершая свою речь, я хочу призвать вот жителей республики быть очень осторожными, относиться серьезно. Самое главное — носить маски и носить перчатки. Ну, хорошо, что скоро похолодает, мы все будем в перчатках. Но, как вот говорят врачи, надо, например, покупки в магазинах обязательно заворачивать в 2 пакета. И 1 пакет не заносить в дом, наружный. А, например, продукты купленные надо желательно обрабатывать ультрафиолетом. Вот. И только таким образом можно хоть как-то уменьшить вероятность заражения от покупок в магазинах. Вот. Ну и я полностью поддерживаю вот, руководство республики в том плане, что работодателям надо более внимательно отнестись к здоровью своих сотрудников. Вот. Но еще раз повторяю, практически все, кто заболел коронавирусом, они не знают, где и каким образом они подхватили эту болезнь. Поэтому будьте осторожны, берегите себя. Вот, желаю вам здоровья. И надо однозначно понимать, что коронавирус COVID-19 пришел к нам, мы будем с ним жить. И это там не волны какие-то там, а это будет постоянно длиться. Говорят, ну я слышал такое мнение, что до 2022 года, минимум 2 года, у нас будет продолжаться такая ситуация. Спасибо за внимание.